По инициативе прокуратуры проводится проверка по информации о дефектах дорожного покрытия, влияющих на безопасность дорожного движения, расположенных при въезде на АГЗС. Прокуратурой Чувашии инициированы проверочные мероприятия по публикации, размещенной в сети интернет о ненадлежащем дорожном покрытии на участке автодороги, расположенном при въезде на автогазозаправочную станцию, расположенную на Вурнарском шоссе в городе Чебоксары, в связи с тем, что указанные дефекты покрытия дороги могут существенно повлиять на безопасность дорожного движения. Проверка проводится совместно с сотрудниками ГИБДД. В настоящее время проводится осмотр указанного участка местности и истребование необходимой документации. Вынесен приговор по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Прокуратурой Московского района города Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Судом установлено, что житель города Чебоксары, ранее уже привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенный права управления транспортными средствами, вновь 13 апреля 2020 года в вечернее время управлял автомобилем марки Nissan Tiana в состоянии опьянения, в ходе чего возле дома по улице Пирогова города Чебоксары совершил ДТП с автомобилем марки ВАЗ-2107. Подъехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, увидев внешнее состояние водителя автомашины марки Nissan Tiana, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения с наличием алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,775 мг абсолютного этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. С учетом личности виновного суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Алатырской межрайонной прокуратурой приняты меры по блокировке интернет-ресурсов с информацией о незаконной выдаче документов, удостоверяющих личность. Алатырской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлено 7 интернет-сайтов, на которых размещена информация с предложениями о продаже поддельных паспортов, разрешительных документов, в том числе предложение о покупке дубликата паспорта Российской Федерации. Данная информация не соответствует требованиям Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, является незаконной, нарушает права и интересы неопределенного круга лиц и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Доступ на данные сайты был свободным, не требовал регистрации и паролей. По выявленным нарушениям Алатырская межрайонная прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению. Судом требования прокуратуры удовлетворены. Судебные решения направлены в Роскомнадзор для его исполнения. Прокуратура Яльчикского района направила в суд уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы. Прокуратурой Яльчикского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В ходе следствия установлено, что обвиняемый в начале мая 2020 года, заведомо зная о запрете лова рыбы способом массового их истребления и в местах нереста, умышленно, не имея соответствующего разрешения, заплыл на воду пруда реки Таебинка, где с целью незаконной добычи рыбы установил рыболовную сеть, с помощью которой выловил рыбу различных видов, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 19 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Жительница Саратовской области осуждена за мошенничество. Прокуратурой города Новочебоксарска поддержано государственное обвинение в отношении 23-летней жительницы Саратовской области, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Установлено, что подсудимая в марте текущего года в одной из популярных социальных сетей в интернете вступила в переписку с жителем города Новочебоксарска, в ходе которой под предлогом оказания мнимых платных услуг по снятию порчи из глаза убедила потерпевшего в возможности решения его семейных, личных проблем путем гадания и проведения неоднократных обрядов. Потерпевший, будучи введенным злоумышленницей в заблуждение, с помощью сотового телефона за оказанные мнимые платные услуги неоднократно осуществил денежные переводы подсудимой на общую сумму более 700 тысяч рублей. В ходе следствия и суда подсудимая полностью признала свою вину
в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. С учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении малолетних детей, а также полного возмещения ущерба потерпевшему, подсудимый назначен наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Житель города Новочебоксарска осужден за приготовление к даче взятки. Прокуратурой города Новочебоксарска поддержано государственное обвинение в отношении 22-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ. Приготовление к даче взятки должностным лицам в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействий. Установлено, что подсудимый 5 января текущего года в обеденное время передвигался на своем автомобиле по улице Советской города Новочебоксарска и возле дома номер 7 был остановлен сотрудниками ГИБДД. В связи с наличием у водителя субъективных признаков алкогольного опьянения, последнему, в присутствии понятых, было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался. При этом в последующем, в ходе административного разбирательства, молодой человек в целях избежания административной ответственности и не составления в отношении него протоколов неоднократно обещал и предлагал инспекторам ГИБДД незаконное денежное вознаграждение в виде взятки. Однако до конца довести свои действия не смог, ввиду отказа сотрудников принять взятку. Приговором Новочебоксарского городского суда он был признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. По требованию прокуратуры и Бресненского района суд обязал администрацию дошкольного образовательного учреждения установить новое ограждение. Прокуратурой Бресненского района проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании и о противодействии терроризму, в ходе которой установлено, что территория дошкольного учреждения по периметру огорожена гнилым деревянным забором, не обладающим каким-либо уровнем устойчивости, что фактически сопоставимо с его отсутствием. Аварийное состояние забора детского сада создавало условия для беспрепятственного доступа на территорию и в помещение дошкольного учреждения посторонних лиц, что нарушало права детей на безопасность их жизни и здоровья. Кроме того, создавалась возможность получения травм малолетними воспитанниками в случае падения или иной деформации указанного забора. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, должностными лицами дошкольного образовательного учреждения активные действия, направленные на установку нового ограждения, не предпринимались. В этой связи прокуратура района направила в суд соответствующее исковое заявление. Согласившись с доводами прокуратуры, и Бресненский районный суд принял решение об обязании администрации дошкольного образовательного учреждения установить новое ограждение. Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратурой Комсомольского района выявлен конфликт интересов в действии главы сельского поселения. Прокуратурой Комсомольского района выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции в части непринятия мер по урегулированию конфликта интересов главой одного из сельских поселений района. В соответствии с требованием федерального закона о противодействии коррупции, лица, совмещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. Проверкой установлено, что главой одного из сельских поселений Комсомольского района, действующим от имени администрации сельского поселения, в 2018 году заключены 5 договоров на оказание услуг по сбору и вывозу мусора, очистке от снега и содержанию дорог местного значения. По результатам выполнения работ исполнителю перечислены бюджетные средства в общем размере более 30 тысяч рублей. Вместе с тем, сделки совершены главой сельского поселения в условиях личной заинтересованности, поскольку получателем бюджетных средств явился его близкий родственник, сын. С ним же заключались соответствующие договоры на выполнение работ. В нарушении требований закона должностное лицо мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов не приняло, а возникшей в указанных случаях личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя-нанимателя, работодателя, и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Комсомольского района не сообщил. По результатам проверки прокуратурой в адрес собрания депутатов сельского поселения внесено представление. О выявленных фактах конфликта интересов проинформирована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности. Результаты рассмотрения представления и информации находятся на контроле прокуратуры Комсомольского района. Данные предоставлены пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Читал Демин Павел.